Всем хорошего дня. 1 сентября сегодня. Дмитрий Каретков вместе с вами. Мы работаем в прямом эфире. И сейчас в прямом эфире будем говорить о удивительном событии, которое завтра, 2 сентября, произойдет в Уфимской галерее X-Max, где открывается выставка известного художника Радика Мусина «Наскальники». Крайне необычная, на взгляд вашего покорного слуги, которая удивляет своей оригинальностью. Я про выставку. Впрочем, Радик привык на своей оригинальности удивлять. Вот об этом мы сейчас и будем говорить с самим Радиком Мусиным, с художником и хозяином галереи, также художником Максимом Холодильным. Доброе утро, рада вас видеть. Доброе. Доброе утро. Так, неправильно мы начали, как-то не бодро, господа. Доброе утро, Максим. Ну, слушайте, у вас Доброе завтра... утро. Вот, у вас завтра большой праздник, потому что... Вот для тех, кто не знает Радика Мусина, мы скажем, что этот художник сейчас проживает в Москве, Радик, да? Ты меня поправляй, если я что-то неправильно говорю. Родом ты из Бураевского района Республики Башкортостан. Но ты такой космополит, ты работаешь по всей России, возможно, даже по всему миру, пишешь картины, которые, что для нас, Максим, с вами, как для людей православных приятно, пишет картины, в частности, посвященные легендам Башкортостана. Да? Для многих это очень важно. Расскажите об этой выставке «Наскальники». Мы же привыкли, что «Наскальники» у нас в пещере Шульганташ, в сакральном для Башкирмести. В прошлом году я приехал в Бураю, во время карантина Москву закрыли, и мы решили лето встретить в Башкирии. И помимо заказов я решил как-то получить удовольствие, приходить в заброшенные места и писать какие-то шуточные бытовые темы на родном языке. Вот. Все начиналось с шутки, но потом все поверили в эту шутку, и она стала серьезной. И где-то через полгода Максим Холодильный мне написал, что прикольный проект из этого может получиться. И вот эта шутка переросла во что-то серьезное. Максим, ну что для художника шутка, то для людей, которые наблюдают за этой шуткой, это повод задуматься. Что хотел рассказать автор. Вы какой смысл увидели во всех этих шутках Радика Мусина? Ну, да. Понятно, что есть в восприятии вообще стрит-арта, да, и вот это то, что Радик делал в заброшках. Было видно... Вот еще раз. Радик брал заброшенные локации и их расписывал. Это для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Да. Началось все с железобетонного завода вообще в Бураево, куда вот мы ездили на прошлой неделе, с большим интересом посмотрели, как там это все живет до сих пор. Вот. И в этом есть что-то архаическое изначально, да, то есть и что-то сближающее все вот это вот с теми же самыми наскальниками, да, первобытных каких-то людей, которые, как известно, и являются главной туристической достопримечательностью, да, республики. Шульганташ, я имею в виду. Вот. И какая-то, и это определяет значимость темы вот этих наскальников здесь. Она здесь чуть-чуть другая, да, не такая же, как, например, там, я не знаю, в соседних регионах. Потому что там нет Шульганташа. А здесь есть. Вот. И мне показалось это интересно, и то, что Радик начал делать, это в этом было какая-то, еще раз говорю, это было архаично, и мне показалось, что это все как-то срастается. Что все это зайдет на публику. Срастается, да, в какой-то цельный проект, то есть, и который был бы интересен, да, публике, и, может быть, ну, не только публике, а еще каким-то специалистам, не знаю. Но это второй вопрос. На самом деле, главное все равно реализация, да, какая-то, такая, какая, как видит художник, такая, как вижу я, как человек, который, понимает, думает так или иначе об экспозиции, да, о том, как это выглядит как проект. Да. Ну, Радик, что из себя представляют ваши шутки, которые в итоге будут собраны в целую выставку, которая будет располагаться в галерее X-Max? Что это такое? Какая основная тема этих наскальных в кавычках рисунков? Ну, вряд ли вы рисовали мамонтов там. Мамонтов не рисовали, то есть я брал условных каких-то, ну, символично, формы людей, языческих существ, и придавал им какой-то жизни, какого-то быта вот этого вот башкирского, татарского, ну, то, что через меня обычно проходит. И сначала использовались вот какие-то простые персонажи, расфокусированные, а потом в галерее уже мы решили сфокусироваться на таком известном персонаже Шурале, который очень фактурный, он и глупый, и шутливый, и затейник, и охраняет лес от браконьеров, от лесорубов. Такой интересный персонаж.
Также мы решили придумать своего персонажа, Человек-Таук. Ну, во вселенной... Ну, так, я не знаю, насколько можно показывать мужские ноги у нас в эфире в прямом, да, но Человек-Таук у Радика на ноге изображен, татуировка, да, ну, собственно, твой эскиз, вот там написано Человек-Таук. Вот максимально далеко сегодня же, вот подержи, пожалуйста, ногу еще, Радик, пожалуйста, я тебя умоляю. Человек-Таук. Человек-Таук, этот персонаж откуда возник? Это еще одна шутка Радика Мусина. Это еще одна шутка, да, то есть когда начали появляться фильмы про супергероев, они стали популярными, я подумал, что надо своего супергероя придумать. Человек-паук уже есть, а Человека-Таука нету. Слушай, ну у тебя там нет ведь человека, у тебя там только куриная голова. Ну да, это его образ. Вот, я думаю, этого достаточно. Само сочетание Человек-Таук, Человек-паук, оно как игра слов работает интересно. Я правильно понимаю, как человек, у которого есть капелька чувства юмора, это выставка для людей, которые хотят немножко себе поднять настроение? Да, это на самом деле, это веселый проект. Но несмотря на его да, он построен, да, на шутках, на каких-то легких провокациях, возможно. Да, на использовании, понимаете, каких-то пословиц тюркских, да, которые там на башкирском языке на стенах прям нарисованы. Да, надо понимать, что большая часть выставки нарисована на стенах. И это прям настоящее современное искусство. Оно исчезнет, к следующему проекту мы закрасим эти стены. Зачем закрашивать? Серой Заклейте краской. обоями, слушайте. Заклейте обоями, чтобы когда-нибудь лет через 100... Можно коврами завесить, но нам следующий проект надо будет вешать. Хорошо, окей. Так, вы все это закрасите через месяц, условно. Да. И это, то есть это современное искусство прям в буквальном смысле. Вот сейчас можно посмотреть, да, и оно просто исчезнет. Вот. Но если говорить о каких-то таких сущностных вещах, несмотря на очевидную веселость подачи всего этого дела, да, то есть понятное дело, что сам образ Шурале как какого-то высшего существа, какого-то хранителя нашего волшебного леса, да, и обращение к нему, несмотря, повторяю, на шуточность проекта, оно почему-то выглядит современно, потому что в наше какое-то, по ощущениям, да, предапокалиптическое время, обращение к чему-то такому веселому, с одной стороны, а с другой стороны, сильному, да, оно каким-то образом кажется значимым. То есть вроде апокалипсис, он как бы не за горами, Ну, да. но с другой стороны, давайте на это все спокойнее реагируйте, где-то даже веселее. Да. Поэтому хочется какого-то эффекта сказки. Я правильно понимаю, Радик? На самом деле, я не пытаюсь манипулировать вниманием и реакцией зрителя. Оставьте это дело средством массовой информации. Ну и пожалуйста. средством массовой информации, и сам зритель сам несет ответственность за интерпретацию каждого Увиденного. сюжета. Да. Возможно, там нет никакого смысла, но в том-то и игра, в том и интерес, что каждый видит что-то свое. Хорошо, у нас мало времени остается. Какая целевая аудитория у этой выставки, если она есть? Я сомневаюсь, что это выставка для абсолютно каждого. Для школьников и для студентов, для людей старшего и среднего возраста или для... Нет, абсолютно для всех нету рамок. Серьезно? Абсолютно, да. Там нету никаких провокаций, которые бы даже заставляли нас ставить какие-то маркировки, понимаете? То есть там ничего... Там 0+. Ну, наверное, не 0, 6 плюс, 6 да. плюс, Но ничего такого, там, чего бы не увидели в Эрмитаже, грубо говоря, в смысле провокативности, там нет. Радик, а ты бы кого хотел видеть как автор выставки? И кого ты приглашаешь? Завтра будет открытие, ведь во сколько, кстати? Открытие в 7? В 7 часов мы приглашаем. Это абсолютно бесплатное открытие, если не ошибаюсь. Бесплатно, да. Ну, я рад буду видеть всех, ну и в том числе своих друзей, если они придут, приходи тоже, пожалуйста, буду Я тебя завтра рад буду в видеть. Акьере. Но обязательно в течение месяца я Но загляну. душой будешь со мной. Душой буду, конечно. Конечно, я своего личного Шурале к вам отправлю, который вас будет щекотать, коллеги. Время вышло, к сожалению. Я желаю, чтобы выставку увидело как можно большее количество людей, знаком с творчеством Радика, и знаю, что это необходимо видеть. Ну а Максиму, как руководителю ГРИ, желаю, чтобы люди приходили в X-Max, который находится, давайте напомним, на Проспект улице Октября, 116, 116. в соседнем доме с нашей городской администрацией. Хороший ориентир, Максим. Максим Холодилин, Радик Мусин этим утром были у нас в гостях. Я вас тоже поздравляю с 1 сентября. Спасибо. Или, как мы в первом классе говорили, с 1 сентябрем. Всем хорошего дня. Прямой эфир продолжается. Дальше мы передаем слово нашим коллегам. И желаем им хорошего эфира. Никуда не уходите.